Объявляется начало заключительного тура. Черных включили часы. Подходит к концу наш замечательный турнир, этап Кубка России среди мужчин на призы главы республики. Значит, 9-й тур в разгаре. Буквально через 4 часа уже будет закрытие, но где-то часа через 3 мы узнаем победителей. Сейчас достаточно плотная группа лидеров. На первой доске гроссмейстер придорожный и гроссмейстер Дмитрий Кокарев заключили между собой мир, сыграли в ничью. Кокарев лидирует, продолжает лидировать у него. Он закончил уже турнир с результатом 7 очков из 9. У Алексея Придорожного 6,5 очков. Вот. Ну, сейчас большая группа гроссмейстеров. Значит, ну и, соответственно, лидеров шахматистов Якутии преследуют вот эту всю лидирующую группу. Ну и посмотрим, кто в конце концов станет обладателем первого приза. Ну, турнир на самом деле удался на славу, в том смысле, что он, как я уже много раз говорил, он стал традиционным, это уже хорошо. Ну и, соответственно, так сказать, он уже принес и еще принесет много пользы для развития шахмат в Якутии. Шахматисты Якутии получили бесценный опыт, они получили буквально 9 полных уроков, вот, как в игре с приезжими гроссмейстерами, мастерами, вот, так и между собой. Вот. Ну, будем надеяться, что шахматный спорт, шахматы в Якутии будут на достойном им месте. Были приглашены гости, именитые спортсмены, международные гроссмейстеры, которые украсили своим участием и присутствием на этом турнире. Это все говорит о престиже данного турнира как Кубка главы республики Саха-Якутия. Как вы знаете, глава республики Арсений Сергеевич Николаев поддерживает в том числе интеллектуальные виды спорта, развитие шахмат, развитие шашек в нашей республике. И мы по статистике наблюдаем каждым годом увеличение количества детей, которые занимаются шахматами и шашками в школах нашей республики.
И я уверен, что данная политика, государственная политика будет продолжена в нашей республике. Блестяще закончился. Всегда после закрытия невероятное ощущение, ощущение теплоты, торжественности, да, вот столько людей награждаются. Вот я не знаю, в прошлом году я, насколько понял, что гораздо больше, чем половина участников награждали. В этом году по ощущениям тоже море призов, море подарков. Сейчас мы еще пообщаемся на заключительном банкете. Уезжать очень жалко, не хочется уезжать, так уезжать не хочется. Я вот уже в Кубке главы Якутии 25-го года уже, я хочу вернуться. Мне очень понравилось. Во-первых, место игры очень, хорошее. То есть я в перерыв между партиями смотрел все равно на картины разные, скульптуры. Во-первых, погода меня здесь порадовала. То есть все-таки здесь пару недель назад было довольно холодно. Я люблю прогуливаться перед партией. А тут все-таки, минус 35, это так, не очень холодно. Турниром в целом доволен, да, итогами. Второе место занял, все очень понравилось. Не могу сказать, что я смотрел много партий других, но два мальчика, которые со мной играли, Василий Артур очень, неплохо, на мой взгляд, играл. То есть, мне кажется, за партию буквально одну неточно совершил, но партия в ничью завершилась. Другой, я бы сказал, что мне вообще просто повезло, то есть я получил хуже с дебюта, соперник в лучшей позиции предложил ничью, я согласился, но чувствуется, что ребята сильно очень играют. Желаю молодым шахматистам больше заниматься, развиваться и добиваться успехов. Прекрасный турнир, прекрасная организация и напоминает больше всего такой семейный турнир. Несмотря на большое количество участников, очень дружелюбная атмосфера, и хочется приезжать и приезжать снова. Но местным шахматистам хочется пожелать прогрессировать и дальше примерно так же, как это происходит сейчас. Потому что, насколько я понимаю, я, к сожалению, в прошлом году не смог приехать. В этом году уже даже в сравнении с прошлым годом результаты были сильно лучше. То есть очков с гроссмейстерами было набрано больше, результаты в турнире были показаны гораздо выше, но и в принципе, мне кажется, уже якутские шахматисты готовы достойно представить республику не только на российской, но и на международной арене. Завершился наш, можно сказать, шахматный марафон, шахматный праздник. Прошло целых 9 туров, но пролетело, можно сказать, незаметно, в острой такой интересной борьбе, где в этом году наши именитые соперники, именитые гости встретили временами такое упорное сопротивление, достойную игру. И в этом году наши местные шахматисты набрали более чем 7 разных побед, несколько ничьих. Если в прошлом году было всего 3 победы, и это было для нас 3 ничьи, это было достижением, то в этом году у нас таких достижений много. Мы даже пока еще, можно сказать, не проанализировали, не посчитали, да? И получается, что наши юные, в основном шахматисты, они, конечно, показали такой заметный прогресс за год. И уже сегодня не робея играют с нашими именитыми мастерами, гроссмейстерами. И иногда удается серьезные такие вызовы им сделать. Хотел бы отметить, что в этом году у нас участников было больше, чем в прошлом году. И качественный состав тоже был, конечно, сильнее. У нас было 6 гроссмейстеров, из которых были и действующий обладатель Кубка России, действующая чемпионка России, 10-кратная чемпионка мира и чемпион мира среди юношей до 18 лет, свежеиспеченный. Но, тем не менее, наши шахматисты показали очень интересную игру. Мы надеемся, что и в следующий раз мы устроим такой праздник, и еще наши дарования, наши юные таланты покажут свой еще более возросший класс. Поздравляю всех с завершением
Поздравляю всех призеров. Хотел бы поблагодарить наших спонсоров, организаторов и, конечно, главу республики за подаренные всем любителям шахмат и вообще всей республике прекрасный праздник этой древней, мудрой интеллектуальной игры шахмат.